Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». Пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Первые большие жертвы среди наступающих на иракский Мосул. Смертник врезался в танковую колонну. 70 погибших, десятки раненых. Россия в Сирии, между тем, прекратила бомбежки восточного Алеппо. Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы. Я по помойкам не лазаю, вот честно говоря. Почему русские семьи бросают своих стариков в Таджикистане на произвол судьбы? Один день из жизни душанбинского бомжа. Ну, а детей хотя бы какая-то ласка должна быть. Пропустите, пожалуйста. Казахстанский министр культуры убежал от журналистов после вопросов о его сексуальных домогательствах. Правозащитники требуют проверить его на детекторе лжи. Мы не дадим в обиду этим девочек. Останки 30 тысяч тайно расстрелянных в 1937 году найдены под Санкт-Петербургом. Власти до последнего отказывались снимать гриф секретности с полигона НКВД. Мы каждый раз получаем ответ, что таких сведений в архиве ФСБ нет. Муравьи помогли украинскому солдату не сойти с ума и выжить на войне. Теперь они помогают ему выживать в мирной жизни. Нужно было снимать чем-то стресс, который остался после войны. Это стали муравьи. Наступающая на Мосул иракская армия столкнулась с первыми серьезными потерями. В результате атаки смертника на заминированном автомобиле на колонну иракских военнослужащих погибло 70 человек и десятки ранены. Предположительно, это кадры атаки смертника. Вы видите, как машина стремительно мчится к танкам. Взрыв настолько мощный, что взрывной волной подбрасывает тяжелые танки, находящиеся на расстоянии нескольких сотен метров. А это кадры Министерства обороны Франции. Французские артиллерийские батареи ведут обстрел Мосула. Как вы видите, только на этих кадрах несколько десятков орудий. Также в районе Мосула сейчас сосредоточены сотни артиллерийских стволов США и Турции. Артиллерия коалиции поддерживает своим огнем наступающие иракские части и отряды курдского ополчения. В авиационной поддержке наступления на Мосул участвуют одновременно 100 самолетов. Они наносят удары с французских и американских авианосцев. Также авиаудары по Мосулу наносит турецкая авиация. Это кадры одной из бомбежек. Бомбы с американских самолетов накрывают целый квартал. Американское военное командование заявило, что приветствует начало наступления, но в Пентагоне никто не ожидает, что победа будет легкой. Мы предполагаем, что военная кампания будет трудной и долгой, хотя есть признаки того, что иракские вооруженные силы продвигаются вперед и даже опережают график наступления в первые дни. Но пока говорить о чем-то рано. Противник стал отвечать, и мы пока не понимаем, насколько ожесточенным будет сопротивление ИГИЛ. Однако мы будем поддерживать армию Ирака, всей нашей коалицией. А это кадры, снятые боевиками ИГИЛ. На них удары по наступающим войскам коалиции и последствия бомбежек одного из мостов. Тем временем ВОН заявляет, что не в состоянии принять всех беженцев из Мосула. И судьба многих жителей этого города, скорее всего, будет незавидной. Гражданские лица находятся в крайней опасности под перекрестным огнем и под бомбежками. Мы знаем, что ИГИЛ заминировал большую часть города. Мосул буквально напичкан минами. Очень много снайперов в городе. Также мы знаем, что в городе острая нехватка медикаментов. Мы не можем исключить возможность химических атак против населения. Мы также опасаемся, что ИГИЛ, как они это уже делали в Фаллудже, будут использовать население в качестве живого щита, либо погонят огромное количество гражданских лиц навстречу наступающим войскам, зная, что стрелять по гражданским не будут. И, конечно же, мы не можем принять и поддержать 700 тысяч беженцев, даже в краткосрочной перспективе. Между тем, российское военное командование объявило о временном прекращении авиаударов по восточному Алеппо. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, устанавливаются ежедневные 8-часовые гуманитарные коридоры для выхода населения. Также покинуть Алеппо предложено и боевикам Джабхат ан-Нусры. Для них ежедневно будет открыт коридор в сторону города Идлиб. Досрочное прекращение
авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы 20 октября. Это позволит гарантировать безопасность выхода по 6 коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо. Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооруженное формирование в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город. Всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным политическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой. В ООН заявили, что приветствуют российскую инициативу и попробуют воспользоваться паузами для доставки продовольствия в блокированную сирийской армией часть города. Мы очень приветствуем любую паузу, которая на самом деле будет реализована. Мы просим прекращения огня на 48 часов, чтобы доставить гуманитарную помощь. Тем временем авиабомбардировки усилились в других районах Сирии, в частности в окрестностях города Хама, где позиции радикальных антиправительственных повстанцев подверглись так называемой ковровой бомбежке. Однако, несмотря на авиаудары, боевики аффилированных с Джабхат ан-Нусра и группировок продолжают свое наступление. В самом Восточном Алеппо даже после объявления о гуманитарных паузах продолжает гибнуть гражданское население. Паузы действуют только в течение светового дня, а ночью город все-таки подвергается авианалетам. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвал Россию проявить милосердие к жителям Восточного Алеппо. Я подчеркиваю, что решение проблемы спасения Алеппо сейчас в руках режима Асада, но прежде всего в руках русских. Именно они могут что-либо изменить. Я обращаюсь к великому русскому народу с просьбой проявить милосердие, выбрать другой путь и идти к миру, и вернуть нас на путь переговоров. Более 80% бездомных в Душанбе – русские по национальности. Это, как правило, пожилые люди, брошенные собственными детьми и родственниками. Как проходят дни бездомных, выяснял Анушервон Арипов. Стараюсь. Для жизни я стараюсь. Я по помойкам не лажу, вот честно говоря. Я лучше попрошу у человека, рубль кто-то даст, там, 50 дирхам. Игорь Высоцкий, специалист-проходчик, приехал в Таджикистан с семьей в 80-е годы возводить союзную стройку, Рагунскую ГЭС. В 98-м, находясь в Узбекистане, он по неосторожности убил своего знакомого, за что был осужден на 10 лет. Отбыв срок заключения, он вернулся в Таджикистан, где его уже никто не ждал. Жена нашла себе другого мужа, а выросшие дети уехали в Россию. Служебную квартиру забрали. Вот уже 8 лет он живет на улице, но при этом отличается от других бомжей. Держится подальше от свалок, чтобы не заболеть, и в силу возможностей следит за собой. Я вот смотрю на некоторых тоже. Молодые, здоровые ребята. Идите работайте. Есть же работа, есть. Я инвалид, коллега. Мне куда работать, правильно? Мне приходится побираться, ёпта. Работу Игорь Викторович даже не пытается найти. Он говорит, что 60-летний инвалид без прописки, отсидевший в тюрьме, никому не нужен. А идти в дом-интернат он не хочет, как, впрочем, и большинство бездомных, потому что в таких учреждениях им не разрешают выпивать, своевольничать, уходить и приходить, когда захочется. Выпиваю, да, но я не валяюсь, честно говоря. Выпиваю. На 2-3 рубля вот я выпью, все. 100-150 грамм водки. А мне больше не надо. Каждый день Игорь Высоцкий проходит несколько десятков километров. В столице есть благотворительные столовые для бедняков и бездомных, и он курсирует между ними. Несколько раз в неделю Игорь Викторович ходит на озеро, расположенное в центре столицы, чтобы искупаться и постирать свою одежду, что возможно только с конца апреля до середины октября, когда озеро наполнено водой. Зимой он ходит в специальные центры для бездомных. Вот это место стираюсь, купаюсь, вот на веточке вешаю. Где-то час я жду, пока все подсохнет, одеваюсь и потихоньку пешком.
Большую часть дня Игорь Высоцкий просит милостыню в парке неподалеку от крупного торгового центра. Здесь многолюдно практически весь день и неплохо подают. Иногда дают хлеб, пирожки, вареные яйца и продукты. Он не отказывается ни от чего. Попрошайничаю, как говорится, годую. Ну, по-разному. День густо, день пусто. Ну, меньше 20 нету в день. Но мне не без добрых людей, люди дают. На хлеб хватает. Несмотря на то, что Игорь Викторович живет на улице уже давно, он не теряет надежду, что его взрослые дети, 3 дочери и сын, когда-нибудь вспомнят об отце и заберут его с собой. Нужен я им, не нужен. Ну, я так понимаю, если мы, родители, нужны детям, да, они сами должны найти нас. Тем более они знают, что я здесь, я бедствую. Ну, помощь какую-то. Ну, от детей хотя бы какая-то ласка должна. Сколько я растил, выращивал. Я на 2 работах работал. Тянулся. А теперь я не нужен стал. Хай, может, дойдет до них. Спит Игорь Высоцкий здесь же в парке, на газоне. Стелит пустой мешок и накрывается курткой. В дождь или зимой он ищет подвалы и подъезды, стараясь найти местечко потеплее. Самое страшное в этой жизни для него холодная зима, которая каждый год может стать для него последней. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, обвиненный в сексуальных домогательствах, сбежал от прессы. Скандал, в котором оказался замешан министр, длится уже неделю. Но Мухамедиулы все это время тщательно скрывался от СМИ, и все свои заявления о том, что он подаст на обвинителей в суд, делал только через пресс-службу. Коллеги, пропустите, пожалуйста. Коллеги, пропустите, пожалуйста. Без комментариев. Журналисты ждали Мухамедиулы в здании правительства, куда он пришел на очередное заседание. Но им так и не удалось выяснить, подал министр на кого-нибудь в суд, как он сам говорит, за клевету, или не подал. На все вопросы чиновник практически на бегу отвечал без комментариев. В сексуальных домогательствах казахстанского министра культуры обвинили уже больше 10 женщин. Если он все-таки решит подать на них в суд, то адвокат ответчиц намерена требовать, чтобы Мухамедиулы прошел проверку на детекторе лжи. Мы не дадим в обиду этим девочек. Если дойдет дело все-таки до суда, они готовы пройти детектор лжи, и мы будем требовать, чтобы министр тоже прошел детектор лжи. Мы готовы, у нас есть уже тактика защиты, все обговорено. У нас есть, помимо этих девочек, есть свидетели, есть веские доказательства того, что в стенах этого колледжа и среди педагогического коллектива они все были свидетелями, и мы это можем подтвердить. Далее в программе. Останки 30 тысяч тайно расстрелянных в 1937 году найдены под Санкт-Петербургом. Власти до последнего отказывались снимать гриф секретности с полигона НКВД. Мы каждый раз получаем ответ, что таких сведений в архиве ФСБ нет. Муравьи помогли украинскому солдату не сойти с ума и выжить на войне. Теперь они помогают ему выживать в мирной жизни. Нужно было снимать чем-то стресс, который остался после войны. Это стали муравьи. Нормандская четверка по Украине соберется в Берлине. Там встретятся канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко. Встреча инициирована канцлером Германии. Она будет посвящена обострению обстановки на востоке Украины. Владимир Путин все последнее время отказывался от участия в этом формате, но на этот раз он дал свое согласие. А вот какие ожидания от встречи у президента Украины Петра Порошенко. Я очень оптимистично настроен относительно будущего Украины, но, к сожалению, не столь оптимистичен относительно завтрашней встречи. Но я был бы очень счастлив увидеться. Тем временем только за последних 2 дня ОБСЕ зафиксировала в Донбассе 607 взрывов. В зоне боевых действий в течение минувших суток, по информации Минобороны Украины, 3 украинских военных ранены, 4 контужены. Вот какую оценку ситуации дали в ОБСЕ.
После повторных договоренностей о перемирии в конце августа, начале сентября мы увидели сокращение нарушений перемирия почти до нуля. К сожалению, с тех пор количество нарушений очень сильно увеличилось. Если в начале сентября их было несколько десятков, то позже их стало несколько сотен, 800-900 в день. И мы видим, как в прошлом горячие точки снова становятся горячими. Сейчас мы видим, как южные части Донецкой области быстро становятся горячими точками. Мы видим ухудшение ситуации вокруг Мариуполя и, конечно же, горячие точки вокруг Донецкого аэропорта, в Ясиноватой, Авдеевке, находящейся под контролем Украины и между двумя областями. В Ленинградской области почтили память тысяч людей, расстрелянных на Ржевском военном полигоне в 20-30-х годах прошлого века. Безымянные могилы обнаружили в урочище Койран-Кангас. Официальные данные о погибших здесь засекречены, но исследователи предполагают, что жертвами расстрелов могли стать до 30 тысяч человек. Репортаж Владимира Степанова. Ржевский полигон Ленинградской области. Всего 4 километра на восток от современной границы Петербурга. Дальше пустынная лесная дорога. Как и 100 лет назад, это все еще режимный объект. Повсюду армейские знаки. Кажется, таблички здесь не чтобы предупредить, а чтобы напугать. Но все равно каждый год осенью несколько десятков смельчаков добираются до урочища Койран-Кангас и находят страшные свидетельства террора советских властей. По этому месту ни документов неизвестно, ни каких-то других бумаг. Поэтому вот приходится таким образом доказывать, что действительно были расстрелы. Но о том, что этот человек расстрелян, можно судить по двум вещам. Первое – это то, что мы обнаружили пулю со следами деформации, видимо, от костной ткани, и гильзу. Все это от пистолета Кольт 1143 1911 года проекта. За день поисковики успевают сделать несколько шурфов. Человеческие останки в каждом. На многих была обычная домашняя одежда. Этих людей мог лично казнить палач ОГПУ и НКВД Михаил Матвеев. Известно, что он предпочитал именно кольт. Чекист был слишком жесток даже для своего режима. Перед началом Великой Отечественной войны его самого арестовали за зверство в другом урочище – Сандармох, Карелия. Но сначала он заявил о себе в Ленинградской области. И по времени совпадают захоронения с 25 по 37 год, как мы предполагаем. И то, что он работал в Ленинграде, Михаил Матвеев. Так что, если когда-нибудь обнаружатся документы, что Михаил Матвеев имеет отношение к этим расстрелам, я не удивлюсь нисколько. На Ржевском полигоне могли расстрелять до 30 тысяч человек. Точные данные по-прежнему засекречены. Первую могилу в Койран-Кангасе в 2002 году поисковики общества «Мемориал» нашли благодаря воспоминаниям местных жителей. До Великой Отечественной войны здесь были финские поселения. С последними свидетелями записали несколько интервью в конце 90-х. Я, когда порядок выходила, через эти песчаные пески проходили, там в могиле были, волки таскали эти кости, во все черепы и всякие разные кости. Вечером уже попозже, так темно, машины оттуда и шли со стороны Сележки. Вот останавливались там, вот свет погасили, а потом через малое время там это лыжные были выстрелы и все. Сделали свое дело, повернули, обратно машину включили и сюда. Они в эту сторону они не приехали, они обратно поворачивали. Регулярные ночные рейсы ходили до 1937 года, потом казни перенесли в другое место. В память о тех, кого приговорили к высшей мере наказания, запустили акцию «Последний адрес». В одном лишь Петербурге репрессировали десятки тысяч человек. Их дома обозначили металлическими табличками. Для погибших в Койран-Кангасе это, пожалуй, единственное публичное упоминание после смерти. Источники как были закрыты, архивы, сегодняшние архивы ФСБ не дают ответа на этот вопрос. Мы постоянно, мемориал пишет запросы с просьбой предоставить информацию о местах массовых захоронений, о местах расстрелов и так далее. Мы каждый раз получаем ответ, что таких сведений в архиве ФСБ нет. Поисковикам могли бы помочь так называемые косвенные документы, например, путевые листы водителей, журнал происшествий или топливные заявки, но их волонтерам не дают. History will teach us nothing, поет один знаменитый певец. История нас ничему не учит.
И, увы, исторический опыт показывает, что если не усвоены уроки истории, то они снова повторяются. Народ, этнос, сообщество наступают на те же самые грабли. Власти не проводят расследований в урочище Койран-Кангас и, судя по всему, не намерены создавать там мемориал. Поэтому неравнодушные жители в память о жертвах сами поставили крест. Накануне провели панихиду по расстрелянным. Осенняя служба уже стала традицией. Каждый раз в урочище приходит все больше людей. Много по сравнению с прошлыми годами. Но капля в море в масштабах соседнего 5-миллионного мегаполиса. Чуть больше 100 человек. Владимир Степанов и Александр Рябов. Настоящее время. Ленинградская область. Бывший разведчик разводит дома муравьиные колонии. Детское увлечение помогло ему не сойти с ума на войне в Донбассе, а теперь помогает и выжить в мирной жизни, рассказывает Марина Ступак. Они все время начищают усики, это средство коммуникации между собой. Они приходят друг об друга, трутся усиками. За муравьями Александр может наблюдать часами. Можно взять микроскоп или электронный микроскоп, лупу и провести полвечера, наблюдая за этими маленькими существами, которые живут в собственном маленьком городе. Маленькие города, муравьиные колонии Александр создает с особым любопытством. Муравьи для него не просто насекомые. Они помогали ему адаптироваться после войны. В зоне боевых действий на Донбассе Александр был разведчиком. Нужно было снимать чем-то стресс, который остался после войны. Это стали муравьи. Там есть иерархия, все как у людей, это интересно. Можно устраивать те же самые войны, которые устраивают между нами президенты, похожи на людей. У них есть свой президент, королева, да, вот, которому они подчиняются. Да, вот. Таких ценителей называют мирмикиперами. У нас очень многие люди не привыкли видеть там муравьев у себя дома, ну как только как под ногами, как то, что нужно убить. Здесь их не убивают. Своих насекомых Александр и кормит, и поет. Свою первую домашнюю муравьиную ферму киевлянин создал, еще будучи школьником. Мне были надоели рыбки, аквариумы, за ними нужно было много ухаживать. Муравьи оказались интересной альтернативой. На них можно забыть про неделю на них. Раз в неделю муравьям достаточно давать семена или мед. В уходе они не привередливы. Чтобы насекомые не убежали, каждый муравейник плотно закрыт. Перед тем, как запустить муравьев в ферму, Александр растит их в пробирке. Они живут семейством. Здесь маленькая семья, здесь нету столько рабочих. Точнее, здесь даже есть рабочие, но солдатов еще первых нет. У каждого муравья своя работа и обязанности. Жизнь насекомых Александр наглядно сравнивает с человеческой. То есть некоторые муравьи занимаются так званые няньки. Они переворачивают маленьких муравьев, кормят их, переносят с одного места в другое. К примеру, если нужно более теплое или наоборот более прохладное. Другие же муравьи занимаются перемалыванием зерен. Главней всех в семье самка муравьев, которая дает потомство. Называют ее соответствующе королева. Она начищает антенки, я их только что ручками потрогал. Как любая женщина прихорашивается. Киевлянин мечтает, что муравьи перестанут восприниматься как надоедливые насекомые и станут домашними любимцами. Для этого свое хобби Александр превратил в бизнес. Муравьев уже покупают как школьные учителя для живых уголков, так и нефтяные магнаты. Марина Ступак и Евгений Педин. Настоящее время. Киев. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.